Я целую тетрадь у нее списал, когда собрался идти по Волочевникам. Понимаете? Вот. И хата была ж не накрыта, а потом накрыли соломой мы. И я куда-то вот эту тетрадь положил, долго она лежала, и где-то вот затиралась, и так сейчас только что в памяти осталось с этих песен. Что ж такое Волочевники? Я не знаю, когда они появились, какая история, но смысл их был один. Они прославляли Иисуса Христа, Сына Божия. Так столько радости, никакая власть ничего не могла уже остановить, понимаете? И шли сразу взрослые по Волочевниках. Дальше. И потом и шли юноши, как это проходили. А мы уже подростки, и шли само последнее. Я помню, я собрал этих мальчиков трохи на балалайке, я барабаню, ну, а частушек этих я песен дуже много знал, и пел сам. Да, так мы прошли тут несколько хат, и мы полмешка этих собрали паски, 2 рубля кто-то дал, и яйцу. И более мы уже не пошли дальше, прошли сюда, значит, и тут поделили это все, и радости. Ну, конечно, я уже был комсомолец, но меня тут это, ну, я особенно это не переживаю. Тематика этих песен в большинстве случаев соответствовала тому дому, какому мы пели. Вот я вам сейчас пропою, так вот, допустим, для своего дома. Вот такая вот общая фраза у всех была. Из-за лесу темного Христос воскрес, Сын Божий, и шла туча волочебная, а все Христос воскрес, Сын, под окном поем. И шла ина, это дословно, ничего не меняется, дышаталась, опять все Христос воскрес, Сын Божий, богатого двора дыпоталась, Христос воскрес, Сын Божий, а жила удава по конец посреди села, Христос воскрес, Сын Божий, спородила и на 9 сынов, Христос воскрес, Сын Божий, а 10-ю дачушечку, Христос воскрес, Сын Божий, дачушечку на стушечку, Христос воскрес, Сын Божий, сыны взросли, в разбой пошли, Христос воскрес, Сын Божий. Дочка взросла, замуж вышла, Христос воскрес, Сын Божий. Замуж вышла, да за купчика, Христос воскрес, Божий. Да за купчика, за голубчика, Христос воскрес, Сын. Ну, это могут подать, а дарите нас, не морите нас. Вот смотрите, он пел. Понедельник сын родился, а во вторник жонку взял. Та-да-да, 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 там-да. Среду женой подрался, а в четверг домой послал. Та-да-да, та-да-да, та-да-да. А у пятницу повестка, что в субботу мне на суд. Та-да-да, а в субботу мой же суд. И на каторгу ведут. А дальше уже новыми время. А на шахтах добра жить. Есть что шамать, есть что пить. Есть что шамать, есть что пить. Можно к девушкам ходить. И возврат домой. Подхожу я ко двору. Батька ходит по двору. Батька ходит по двору, расчесавши бороду. Здравствуй, здравствуй, сын мородастый, тіня з рудничка идет, тіня з рудничка идет, денег много ты несешь. Видите, какая песня была, да я эту песню учил просто. И он и теперь, как проезжал, и тут пели, ой, чудно. Я прославляю Круглянщину, я прославляю Беларусь. Мои изделия, я покажу, какие есть в Черногории, мои изделия есть в Италии, в Германии. Все благодарности. Так, а что же в Беларуси, вряд ли вы найдете. И я нигде не учился. Просто я я люблю дерево, я люблю все с ним делать. Понимаете, я 10 раз его перекладу. Ну, вы сейчас посмотрите.
куда меня знакомая дороженька ведет. На полюшко колхозное, да, где лен цветет. Лен, 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 на дедов мы похожи, кадрили забыть не можем, веселье любим тоже, улыбка в ней стать. Окончена работа, опять прошла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Татари-тари-там, 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 татари-та, татари-тари-там, татари-тари-там, татари-та, там, татари-та.